Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о костюмах низовых Чувашии. И низовых Чувашии именно своего Кармаскалинского района. Народный чувашский костюм – это памятник культуры, созданный в течение тысячелетий в разных географических ареалах, исторических обстоятельствах, в среде космогонических представлений и развивающийся благодаря эстетическим воззрениям, природным, социально-экономическим и культурным условиям. Делится чувашский костюм на три основных вида по признакам этнографических групп. Вирьял – верховые, анатри – низовые, анат-янджи – средненизовые. Различается по принадлежностям элементов к полу, формам ношения, пошиву, орнаментальному украшению и цветовому сочетанию. В ансамбль народного женского костюма входит кебе – рубашка с нагрудными медальонами кеске, шубар – вид халата, чержити – передник, пижихи – пояс, платки, ада – сапоги, тола – онучи – белые у низовых и средненизовых, черные у верховых. Головные уборы хушпу – закрытым, конусообразным или открытым верхом. Тухья – сурбан и сурбан-тутри – полотенцеобразные повязки. Чалма – повязка поверх сурбаном. Масмак – налобная повязка. Теветь – перевязь. Сара – это набедренная повязка. Алга – серьги. Шаржа – мая – шейные наряды. Шельгеме – нагрудные украшения. Щере – кольцо, сула – браслет, яргач – набедренники, поясной наряд, еще раз повторяю, сара. Нахвостник – есхюре. Енджик – поясной кошелечек для зеркала и монет. И тегер – поясное зеркальце и другие украшения. Одеяния девушки составляли кебе, рубашка без кеске, медальонообразных нагрудных узоров с односторонними или двусторонними, сундах, платок, яргач, пижихи, головной убор тухья, у низовых шишечки, а у верховых без этой детали. Мэйшихи, повязка, часть тухьи, тевет, серьги, шаржа, щуха, шейные украшения. Отличительным элементом костюма невесты служил пергенчик, покрывало. У меня старинного покрывала вот этого головного нету, но у меня есть вот такой вот пергенчик для невесты современный. Он из шифона и двусторонняя вышивка здесь. И мы иногда тоже вот им пользуемся. Мужчины носили кебе, ем, сапоги, валенки, шляпу, шапку, а жених сулок и на спинной наряд керду-3. В руке держал саламат. Мальчиков одевали в костюмы, идентичные одежде взрослых, но без принадлежности ритуального характера. Во время жертвоприношения или свадьбы руководители церемонии должны были быть в вышитом халате шубар. Предводители обрядов в руках держали хула, прутик или пилеш-турачи, ветку рябины, что идентично с древнеиранским барисманом пучок прутьев, который жрец держал во время обрядовых действий. Костюм вирьял относится к финно-угорскому типу одеяния, точнее к костюму горных марийцев. Костюмы анатри и анат-янджи близки друг к другу. Все три вида по своим происхождениям древние. Их параллели прослеживаются в культуре многих народов Евразии. Одинаковые принципы орнаментирования и ношения наблюдаются в скульптуре малой формы сувара-болгар Волжской Болгарии раннего периода. В основе древней структуры костюма лежат космогонические представления о модели мира с небосводом, светилами, здешними и потусторонними мирами, что с развитием воззрения, миропонимания и социальной жизни постепенно стерлось в прошлых веках.
В современных условиях костюм всех трех видов, опираясь на традиции и эстетические нормы, находит свое развитие в профессиональном, самодеятельном и народном искусстве, больше всего в сценическом творчестве и выставочной деятельности. Ну, у меня есть народный чувашский фольклорный ансамбль, который вот именно одевает костюмы низовых чувашей XIX века. На мне сейчас вот как раз это одеяние. Здесь у меня вот кебе. Это кебе у меня сохранилось матери, но в 1984 году я ее вот здесь пришила вот эти вот узоры. Оно было без них. Вот то, что у меня сохранилось это платье от мамы, маме от бабушки. Дальше, вот чержити. Чержити это тоже мамины. Ей тоже передалось. Оно, видите, узоры здесь ткали. Узоры ткали. Ну, естественно, тоже низ я тут переделала, обновила, потому что низ был очень уже старый, нехороший. Ну, чержити, конечно, вот то, что я показывала, это было как бы праздничные. А в обиходе у меня вот здесь сохранились, какие они просто простенькие, вот такие вот, вышитые крестом, вот это вот фартук, носили в повседневной жизни. Вот это вот улмалы, мы как мы говорим, видите, здесь вот как яблочки сделаны. Узоры на ткани пришиты крючком вязаные вот такие вот кругляшочки в таком виде и еще вот здесь вот в таком виде тоже кругляшочки разные. Ну и старенький вот такой вот фартук тоже есть у меня, сохранился, он уже без узоров. То есть это вот повседневная одежда была у низовых чувашей, именно вот Кармаскалинского района. Ну, также женщины одевали вот то, что у меня на голове сейчас. Вот внизу это сурбан, который одевается вниз головного убора. То есть вот это сурбан одевается, а потом на него хушпу одевают. Это вот хушпу в Кармаскалинском районе такие носят, в Федоровском некоторые, в Аургазинском такие головные уборы носят. А вот в Бишбулякском районе, в Белебейском, там уже форма у них вот без этой вот этой верхушки, и оно конусообразное у них, как бы даже не конусообразное, а трапециевидное. Вот такой вид. Здесь серебряные монетки. Она уже тоже у меня реставрированная. Остались серебряные монетки. И вот бисер тоже здесь старинный. Но вот эти вот уже подвески я тоже сменила, чтобы он был более эстетичный вид имел. Потому что это я ношу на сцену. Также шейные украшения, вот здесь тоже были разные. Они делали из монет, естественно, в те времена из серебряных монет делали. Вот у меня здесь уже реставрированные это шейные украшения мои. А здесь вот у меня из старинных, вот из старинного бисера. Это у меня из бисера сделано. Вот такой вид тоже имели они. И здесь вот то, что у меня на голове, это Сурбан-Ту-3. Сурбан-Ту-3, вот он имеет вот такой узкий, он похож так же, как на сурбан, но узкий. Повязывают его поверх головы. Тоже повязывают его по-разному. Тоже низовые и верховые, низовые и средненизовые, у них повязка по-разному. И еще вот у меня сохранилась старинная, вот это вот сара называется, это набедренное украшение.
Здесь они тоже уже старые, а у себя в центре я сделала уже по тому, как вот здесь вот это сделано, только обновила рисунки точно так же, как здесь. Ну, еще вот у меня тут Сурбан Шаки, она тоже из серебра, естественно. Это вот женщины носили. Ну а девичьи головные уборы, они имеют другой вид, вот такой вот конусовидный. У низовых вот такой вот шишечка есть, а у верховых вот этой шишечки нету. Ну, у них тоже вот у каждого еще зависит от той местности, где проживают, потому что изготовление вот этих головных уборов тоже зависело от того, где они живут. То есть, вот, допустим, в Кармаскалинском районе у нас одни костюмы, хотя мы низовые, но ведь в Аургазинском тоже низовые, у них две оборки в костюме, в платье. Но чуваши, вот Кармаскалинского района одеты в основном вот в такой костюм. Здесь у меня женский костюм, это у меня костюм замужней женщины. Здесь вот платье, здесь вот фартук сначала, вот, как мы одеваем. Здесь сурбан тутри, вот это вот сурбан тутри верхняя, а внизу у меня сурбан, просто сурбан, вот такой платок полотенцеобразный. И вот это вот конец именно одни завязывают, один конец вниз завязывают, а этот оставляют свободным. Тоже разные чуваши по-разному. Допустим, вот в Николаевске у нас это все оставляют, а мы как-то привыкли уже это все завязывать, вот так вот привязывать. Вот. И здесь вот у меня сурбан-чаки, она из серебра, старинная. Здесь майя, шейное украшение. Оно может быть сделано, я уже говорила, что или из бисера, или просто из монеток. Ну, делали каждый по-своему, кому как нравится. Вот, все. И здесь вот сурбан тутри, иногда одевают сурбан тутри женщины, а иногда уже в праздники, в такие большие праздники, они одевали головной убор, хушпу сюда серебряный. И вот чувашский фольклорный ансамбль «Шевле» у меня полностью одевается вот в такой наряд. Ну, для тех, кто занимается вот пошивом, реставрацией чувашских костюмов, головных уборов, очень полезные есть книги. Книги, вот у меня, допустим, есть такая книга автора Захарова Кульева «Чуваш халахтуми. Этнографии словаря». То есть это чувашские национальные костюмы в переводе, он на чувашском языке. И здесь вот показаны все костюмы, какой вид они имели, то есть здесь, видите, с рисунками даже, с рисунками, с картинками, и очень полезная книга, если кто хочет, вот может пользоваться этой книгой. И еще есть у нас книга «Чеваштуми Аваллахран Паянлаха», чувашский костюм от древности до современности. Выпустили его наш земляк с Аургазинского района, с деревни Чуваш Карамалы, Василий Николаев. Авторы здесь Василий Николаев, Геннадий Иванов-Урков, Виталий Иванов. И тоже очень интересная книга с такими красивыми иллюстрациями и объяснениями со всеми. Я хочу показать именно тот костюм, который носят у нас вот в Кармаскалинском районе. И это и в Кармаскалинском районе также, и в Аургазинском районе также. Ну, они у нас похожи почти, кроме вот оборки, которые у них две оборки в платье, а у нас одна оборка. Вот видите, девушка здесь в старинном
головном уборе тухья. А здесь вот видите, как на свадьбу одевались женщины. Я еще помню даже, когда я маленькая была, не только даже на моей свадьбе, вот таких костюмов были. Вот таких костюмов были женщины. Здесь вот видите, сверху они одевали еще елен, женщины. Вот такая вот у меня информация маленькая. И спасибо за внимание.